Сам виноват, кто виноват мне? Не думал, что жизнь такая штука, что может так повернуться. Все время думал, что буду здоровый, крепкий, а никто же не знает, что болезнь может сделать с человеком. Сделали операцию, вырезали часть, но еще до конца этот. Будут делать повторную, чтобы этот. Ну, сейчас вывели мне этот, не знаю, как его сказать, кишечник, вот сюда часть этого, и стоит калоприемник. И вот пока так. Ну, думал, временно. Там материал есть, вот сзади много. И блоки перекрытия есть, и фундаментные блоки. Ну, работал раньше, работа и была, и этот. А в сезон не мог ничего здесь сделать. Летом, пока теплое время, надо было работать. А зимой стройки не сделаешь ничего, стройку. И вот так потихоньку осталось. Я работал на стройке, работал в сельском хозяйстве. Везде, ну, в принципе, работал всегда, чтобы не сидеть. Никогда ни от кого ничего не ждал. Пока родители были, было легче, лучше. А потом, после этого один остался, но все равно никогда никого ничего не просил. Все старался делать сам. Еще наоборот, что-то делал людям. Сейчас еще осталась одна корова. Соседи приходят, доят. И вот молоко. Продаете. И все. А больше ничего пока. А никто не помогает вам? Ну так вот соседи приходят, что-то если надо сделать, делают, а покушать. Что-то сам могу пойти как-то, есть, что-то купить. Ну, соседи тоже не оставляют, они бедные приходят обязательно. И дети приходят и говорят, пошли сом или приносят. Вон и сейчас ладно кушать есть, но... Если бы пенсия была бы, было бы легче. Я утерял свои документы, потом, пока восстановил паспорт, утерял трудовую. Это вот начал делать, собрали стаж, что надо было 9 лет стажа собрать, так, без этого. Ну, потом вот это вот с этой болезнью прилег. Была вот, была возможность, держал скотину, вот за счет этого немножко как-то жил. Скотину тоже подал вот на операцию, чтобы операцию делать все в больницу, на лекарства. Вот а сколько операция встала вам? А не знаю, с лекарствами, с этим где-то около за 40.